Спокойно, без паники, я его держу. Видите? Держу. Эй, блин. Ведь держал же в руках этот чертов ковид, а он возьми и выскользни. Но не будем волноваться. Всегда есть надежда, что кто-нибудь его поймает. Если не медик Иван Луцкан, то все наше здравоохранение республики или даже лично Арсений Сергеевич Николаев. И все же обидно, ведь в 2020 году мы не абы кому, а Путину отрапортовали, что весь ковид у нас в руках. А тут вот я возьми его и упусти. Сейчас начнется. Впрочем, если на статистику посмотреть, то началось уже давно. Коллеги продолжают еще работать. Цифра, конечно, увеличится, но мы уже ковид держим в руках, четко знаем, как он развивается. Держим ковид в руках, четко знаем, как он развивается. Это было сказано в сентябре 2020 года до штамма Дельты, до омикрона и до тех дней, когда число заболевших в сутки будет исчисляться по одной Якутии, не десятками, а тысячами. Я уже молчу, что хвастливая реплика была ответом на вопрос Путина, как там у вас в Якутии, всего хватает. Можно было и попросить чего, например, ту же станцию по производству кислорода. Но зачем? У нас же все в руках. К чему вдруг я начал цитировать сие эпичные выступления Ивана Луцкана, главврача Якутской офтальмологической больницы, перед Владимиром Владимировичем? Есть причина. На этой неделе мем про «держим в руках» практически перефразировал уже глава Якутии Арсений Николаев. И фраза, хочу вам сказать, имела последствия. Самое главное сейчас – это амбулаторный прием первичного звена. Это надо держать на постоянном контроле. В целом мы удержали распространение болезни в Якутске. Вектор сдвигается в сторону районов. Особенное внимание нужно уделить северным районам. Глава Якутии так уверенно удерживал распространение болезни в отдельно взятом Якутске, что с 31 января оперативный штаб просто перестал публиковать данные по числу заболевших отдельно в столице и в улусах. До 31 января статистика выглядела вот так. После стали подавать вот так. Впрочем, данные все равно собираются, публикуются, и мы можем их найти и узнать, насколько удалось удержать распространение болезни в Якутске. Смотрим. 31 января число вновь заболевших по Якутии 2820 человек, из них в Якутске 1945 человек. Теперь смотрим данные на 4 февраля 2022 года, день, когда мы записываем этот выпуск. Вновь заболевших по Якутии 3493 человека. Число увеличилось на 673 человека в сутки. Из них в Якутске 2498, то есть число заболевших увеличилось на 553 человека. Цифры ненамного отстали от республики. Поскольку Оперштаб не публикует данные, мы взяли их с сайта StopCovid. Ну что сказать, отлично держите вирус. Прямо как я ручку в начале выпуска. Упс. Друзья, а следует ли нам вообще волноваться из-за этой напасти? Вот глядите, локдаун вводить никто не собирается. Об этом заявил на Медне лично Владимир Владимирович Путин. Оба федеральных законопроекта о QR-кодах сняты с рассмотрения в Государственной Думе Российской Федерации. Что, правда, не мешает региональным властям их требовать, но это уже, скажем так, атовизм исполнительности. Что там дальше? Время на самоизоляцию сократили с 2 недель до 1. Тяжесть ситуации теперь оценивается не по числу вновь заболевших, а по количеству занятых ими коек. И, наконец, главный человек по короне в стране уже на полном серьезе говорит, что даже контактным лицам можно больше дома не сидеть. Ну, если прививка есть. Нет, привитым после контакта уходить на изоляцию не нужно. Это наше правило. Привитым переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше, и период его выделения небольшой. Тут, правда, важно разобраться с прозвучавшей оговоркой про привитых. А чем именно привитых? Дело в том, что многие граждане в прошлом году прививались теми отечественными вакцинами, какие были доступны. От спутника Ви до Эпивак Короны, одним из разработчиков которой значится, собственно, сама госпожа Попова. По крайней мере, ее фамилия фигурирует в числе патентодержателей. И это, кстати, само по себе прямой конфликт интересов. Ведь, будучи заинтересованной в том, чтобы ее вакцину ставили как можно большему количеству пациентов, Анна Попова может сознательно вводить как можно большее количество ограничений, чтобы принуждать граждан прививаться. И она это, собственно, делала. До тех пор, пока Эпивак Корону не запретили к производству. Аккурат в начале текущего года. Это совпадение. Только и всего. Нет, возможно, конечно, это и в самом деле совпадение. Но тут еще вирусологи начали вдруг делать громкие заявления, мол, Эпивак изначально была не вакцина, а так, фуфломицин. Более того, появились вдруг сведения о том, что специалисты, давшие зеленый свет регистрации Эпивак Короны, сделали это под внешним давлением и фактически подделали результаты. В другой стране подобный набор случайностей привел бы, если не к возбуждению уголовного дела, то к отставке. Но у нас на эти обвинения никто не отреагировал. Анатолий Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, слишком занят поиском пропаганды наркотиков в песнях Моргенштерна. И где ему слушать какого-то, например, Альштейна?
А это всего лишь профессиональный вирусолог, который обвиняет чиновников от медицины в том, что они поставили под угрозу жизни тысяч граждан Российской Федерации. Люди, которые разрабатывали эту вакцину, Эпивак Корона, получили данные о том, что она не вызывает антител к С-белку вируса. Они предложили ложное объяснение этому факту и добились утверждения о том, что вакцина была зарегистрирована. Эпивак Корона – это совершенно ложная вакцина. Эта вакцина недопустима. Тем не менее, ей почему-то сделали регистрацию. За каждым миллионом стоят тысячи людей, которые умрут. Они хотели привиться, но если привились Эпивак Короной, остались непривитыми. Когда мы говорим о миллионах привитых, это примерно означает 1000 погибших. При таких раскладах совершенно неудивительно, что глава якутского отделения Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева на встрече с предпринимателями в прошлом году заявляла, что вакцинировалась, ставила себе прививки 5 раз. Видимо, во-первых, Эпивак Короной, как и все, или почти все подчиненные Анны Поповой, а потом, на всякий случай, или, возможно, даже осознавая бесполезность своей, то есть Роспотребнадзоровской вакцины, 2 компонентами спутника Ви и под занавес ревакцинировалась. Ну а что? Жить захочешь и не то в себя вколешь. Да и до Владимира Вольфовича Жириновского ей далеко. Тот вообще заявил, что вакцинировался за год 8 раз. Да, жить захочешь, не так раскорячишься. Ну да что мы все о вирусе да о вирусе. Не только его нынче надо держать в руках. Еще бы с собаками разобраться. После трагической гибели в Якутске Сарданы Слепцовой, доцента СВФУ, на которую напала стая псов, прошло уже больше месяца. С тех пор на собачьей теме оттоптались все, кому не лень. Многие выжили из нее максимум пиара, а некоторые ухитрились из потенциальных виновников трагедии превратиться практически в героев. Для этого всего-то требовалось сказать в публичном пространстве: во всем виноват плохой закон плохого депутата Госдумы Российской Федерации Владимира Бурматова. Сказал, и вот ты уже не чиновник, которого на подведомственной территории человека заживо задрали, а защитник народа. К примеру, мэр Якутска Евгений Григорьев говорил и был направлен Ассоциацией городов Сибири и Дальнего Востока в качестве своего представителя в рабочую группу по внесению поправок в закон Бурматова. И жители это одобрили. Он вообще забавный. Сказал, что хочет объявить перемирие. Мститель? Нет, супергерой. Называет себя защитник. И именно через Е и Г, а не через И и К. Защитник. Если вдруг кто-то до сих пор не знает, что это за штука такая закон Бурматова, то я поясню. Это федеральный закон, который называется «Об ответственном обращении с животными». Вступив в силу 3 года назад, этот закон установил для всей страны новые правила по обращению с бездомными животными, безнадзорными животными. По нему бродячих собак нельзя больше усыплять после того, как они отловлены с улиц. Они подлежат стерилизации, лечению и выпуску обратно в среду обитания, привычную среду обитания. Самые агрессивные должны оставаться в приютах на пожизненном содержании. Обходятся такие приюты местным бюджетом в копеечку, и никакой поддержки из федеральной казны не предусмотрено. Чтобы вы понимали, Якутску, где даже нет приюта, в этом году на собак выделяют 31 миллион рублей. И этих денег должно хватить только до апреля. А потом, кто его знает, что будет потом. Именно этот закон должен поправить Евгений Григорьев как мэр Якутска, как член рабочей группы. И что же его там смущает? Что он намерен поправить? Давайте послушаем. Мы хотим, чтобы применение этого закона было обозначено и конкретизировано. Сегодня, к сожалению, размытость формулировок закона и двоякое их толкование формируют некие серые зоны, в которых, значит, могут происходить непонятные вещи. Поэтому нужно понимать, если мы говорим, что собака – животное, которое должно жить на воле в городе, мы просим нам сказать, какое количество собак должно быть безопасным в городе. То есть, к какому количеству собак, выпущенным по ОСВ, мы должны стремиться. Раз. Второе, хотим, чтобы была разработана федеральная методика расчета собак, которые есть в селе, в городе, и исходя из этого уже выстроить госзадание, чтобы понимать, сколько собак надо отловить в этом году. Мы должны понимать, сколько собак надо отловить. Серьезно? Вот прям серьезно? Мэр хочет сказать, что не может справиться с собачьим вопросом в Якутске, потому что в законе не прописано, как ему посчитать, сколько собак должно быть отловлено. Вот в этом проблема. Вот где собаки порылись. Оказывается, проблема закона не в том, что он обходится слишком дорого, не в том, что собак нельзя усыплять, а в том, что там не написано, сколько именно надо ловить, чтобы было безопасно. Не людям, понятно, безопасно, а им, чиновникам. Ведь если будут установлены нормативы, то всегда можно отчитаться. За указанный период времени столько-то собак отловлено согласно нормативу. А что человека съели, ну так это, наверное, норматив был плохой, надо норматив пересмотреть. Это точно защитник? Больше напоминает другого персонажа. Сколько вешать в граммах? Надо сказать, мгновенное переобувание чиновников и депутатов, которым надо перейти от критики закона из безопасного далека к внесению в него конкретных поправок, вещь вообще привычная. Ведь при ближайшем рассмотрении выясняется, что иметь дело придется не только с отдельно взятым плохим депутатом Бурматовым. Придется иметь дело с целой фракцией «Единой России», которая контролирует большинство мест в парламенте страны. Причем Бурматова активно поддерживают лидеры этой партии, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин или секретарь партии Андрей Турчак. Ну и сам Евгений Григорьев, член регионального политсовета «Единой России», и партийную дисциплину прекрасно понимает. Против боссов не попрет. Опять же, он смотрит на свою политическую тещу и видит, как стремительно та меняет позицию по собачьему вопросу. Учится.
Жители Якутии не требуют и не настаивают на эвтаназии животных. Это неправда. Пожалуйста, не верьте этому. Ну да, конечно. В Якутии, где за последние годы погибли 2 женщины и 2 ребенка от клыков бродячих собак, никто не требует, чтобы их разрешили усыплять. Особенно если за время нахождения собаки в приюте хозяин так и не нашелся. Такие заявления не звучали на круглых столах. Такие заявления не звучали в общественной палате города, в общественной палате республики. Кстати, госпожа Аксентьева в этих обсуждениях участвовала. В опросах сторонники гуманного усыпления животных не доминировали над теми, кто считает, что нужно обеспечивать пожизненное содержание в соотношении 4:1. Это неправда. Вы серьезно? На, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. Забавно, но партийный окрас собачьего закона настолько очевиден, что некоторые люди, имеющие отношение к Единой России, даже не считают нужным его как-то, маскировать, что ли. Понимаете, в чем беда? Закон и сейчас, без спасительных нормативов, о которых мечтает господин Григорьев, больше защищает чиновников от ответственности, чем людей от собак. Ну, по крайней мере, если эти чиновники высоко сидят и в нужной партии состоят. А представим, оказался бы во главе Якутска в момент трагедии другой человек, не из Единой России. Ну, скажем, я. Евгений Николаевич после трагедии грамотные действия предпринял. И я лично, да и многие здравомыслящие люди его поддерживают. А Обедин в этой ситуации точно бы споткнулся, и система его бы за это не пощадила. Так что скажи спасибо, что вы сегодня не мэр Якутска. Сейчас бы уже шли подготовки к выборам мэра города после отставки мэра Обедина. А это опять миллионные траты из бюджета, хаос в городском хозяйстве, нерешаемые собачьи и мусорные вопросы. Ужас, одним словом. Чур меня. Ну, вы поняли. Если собаки задрали человека в городе, где мэр единорос, то это просто повод предпринять грамотные действия и получить поддержку многих здравомыслящих людей. А если не единорос, то система не пощадит, отставка неминуема, и уже бы шла подготовка к выборам нового главы города Якутска. Это насколько надо быть циничным мерзавцем, чтобы прямо в лицо народу говорить: своим все, врагам закон. Фашистский лозунг, к слову, приписывают то Муссолини, то генералу Франко. Очень интересный вопрос. Недавно вы выпустили опасного преступника из тюрьмы Рафика. Рафик, скажите, пожалуйста, в связи с чем связан такой поступок? Почему? Во-первых, Рафик был полностью невиновным. А пока мы тут в Якутии выясняем, в каких именно деталях плох закон Бурматова, сам его автор уже выдал новую версию, почему случились трагедии в Якутске, в Лангепасе, это город в Янао, где загрызли женщину в ноябре прошлого года, в Забайкальской Домне, где погибла девочка, в Астрахани, где съели мужика. Оказывается, во всем виноваты владельческие собаки. Они замешиваются в стаи добрых бродяжек и поджучивают их есть людей. Прямо так господин Бурматов нам и говорит. Все эти стаи своры, они бегают перемешаны вот так с владельческими животными. Потому что выясняется? В Бурятии владельческие животные загрызли человека. В Якутии, сейчас информация приходит, тоже участвовали владельческие животные. В Забайкале, где девочка погибла, главный ветеринар говорит, это владельческие собаки были. То есть люди-то тоже относятся к своим домашним животным зачастую так, что, выйди утром погулять за ворота, а вечером я тебя запущу. Может, я тебя утром забуду покормить, конечно, так бывает. Покормишься где-нибудь на помойке или человека съешь по дороге. Покормишься на помойке или человека съешь по дороге. Ахаха, очень остроумно, смешно. Классно пошутил депутат после 4 трупов, один из которых ребенок. Хоть в стендап записывай. Не могу продолжать дальше, просто зло берет. У меня на это, пожалуй, все. Это были «Говорящие головы», программа Виталия Обедина о словах, высказываниях и о том, что за ними стоит. Подписывайтесь на канал, комментируйте этот выпуск, предлагайте интересные цитаты политиков и известных людей, подкидывайте темы. Если все сложится хорошо, увидимся на следующей неделе. Пока!